6 вопросов о проблемах сельских населенных пунктов Сосногорского района рассмотрела рабочая группа под председательством депутата Совета района Алексея Прохорова. В заседании приняли участие депутаты районного совета, представители районной администрации и тех ведомств, которых касались вопросы повестки заседания, а также депутат Государственного совета Республики Коми Николай Братенков. Пожалуй, самым объемным по времени оказался первый вопрос об организации снабжения населения топливом. Отчет главного лесничего Сергея Калдышева участников совещания не впечатлил. Проблема с обеспечением топливной древесиной поднимается каждый год. Причем не то чтобы деревьев в лесу нет. Есть, но отводы находятся далеко от поселений, да и качество древесины оставляет желать лучшего. Почти 45-минутное обсуждение вылилось в решение. После 20 февраля провести рабочие встречи на местах. В поселках, где с одной стороны будут жители и депутаты, а с другой представители лесничества. Второй вопрос тоже уже много лет поднимается жителями поселков и деревень. Об организации водоснабжения и качества питьевой воды в сельских населенных пунктах докладывал главный инженер Сосногорской тепловой компании Иван Королев. Сегодня компания обслуживает 4 артезианских скважины. В инвестиционную программу, которая позволит ввести в эксплуатацию водоочистные станции, компания вступила. Но, к сожалению, это не значит, что в ближайшее время жители, скажем, Ирайоля будут радоваться чистой питьевой воде. Согласно программе, ввод в эксплуатацию водоочистных станций запланирован в Устюгте на 2022 год, в Ирайоле на 2025, а в Малопере на 2028 год. Исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ Виктория Гоголева рассказала о заключенных контрактах на мероприятия по очистке автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. Согласно контрактам, механизированная уборка производится 2 раза в неделю с учетом погоды. Жалобы от населения поступали на очистку части зимника Том-Керки-Сосногорск на участке Пожня-Керки. Выяснилось, что у подрядчика маломощная техника. Срок контракта истекает в конце февраля. Следующий контракт будет заключен с дополнительными условиями для подрядчика. Еще 2 вопроса касались вывоза жидких бытовых отходов из Ирайоля и освещения поселков. К подрядчику по освещению возникло много вопросов, которые администрация, как заказчик услуг, должна решить. Завершилась рабочая встреча информации по газификации поселка Поляна. Экспертиза проведена. ПАО «Газпром» уже выбрал генерального подрядчика. Срок завершения работ – декабрь 2021 года. К этому времени будет построен межпоселковый газопровод. Только ни на проектирование, ни на строительство внутрипоселкового газопровода в местном бюджете денег пока нет. А без этого газ потребителям даже при наличии денег у последних не подключить. Возможно, со временем Сосногорскому району и удастся на условиях софинансирования войти в республиканскую или всероссийскую программу на проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода. Первое заседание рабочей группы по решению проблем сельских населенных пунктов вместо запланированного часа продолжалось почти 2 часа. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам сельских населенных пунктов, в которую вошли все депутаты без исключения. Работа сегодня велась по 6 вопросам. Все вопросы были рассмотрены, были жаркие споры, и мы надеемся, что по истечении какого-то времени мы опять вернемся к этим вопросам, уже будем рассматривать выполнение всех сегодня поднятых проблем. Заседание конструктивное, потому что первый раз я тоже волновался, наверное, но сами видите, что прошло все нормально. И много вопросов таких серьезных. Будем ждать результатов от администрации, от депутатов в основном, потому что депутаты должны работать все. Они должны в основном, депутатские запросы, здесь у нас очень много, по имуществу, по ОДН, по ЖБИ, все это делается, наверное, будет делаться. К слову, депутат Государственного совета Николай Братенков предложил следующее заседание рабочей группы провести через месяц, чтобы оценить сдвиги в решении проблем. На следующей же встрече он также предложил одним из вопросов рассмотреть лекарственное обеспечение в поселках. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сегодня в школах Сосногорского района прошло итоговое собеседование для выпускников 9 классов. Этот своего рода экзамен, который проводится в устной форме, позволяет выпускникам продемонстрировать коммуникативные навыки. Умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.
Итоговое собеседование – это допуск государственной итоговой аттестации девятиклассников. Он состоит из 4 видов. Дети читают текст грамотно, должны не исказить слова, правильно произнести все слова, пересказать текст с привлечением дополнительной информации. Также они составляют монолог и участвуют в беседе, диалог. То есть проверяется грамотность речи, богатство речи, насколько наши выпускники владеют грамотной, образной, выразительной речью. Итоговое собеседование для каждого выпускника проходит в той школе, в которой он учится. Участники собеседования по очереди проходят испытания в специальной аудитории с применением аудиозаписывающей техники. Диалог с участниками ведет экзаменатор-собеседник. Испытание длится всего 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья собеседование продлевается на 30 минут. Девятиклассница Сосногорской 4-й школы Любовь Королева из школьных предметов любит физику и литературу. К этому собеседованию готовилась серьезно, поэтому в своих силах уверена. Не очень сложный экзамен на самом деле, но я думаю, что самое сложное – это пересказ. Почему? Потому что не у всех хорошая память, можно забыть какие-то детали и что-то, может быть, недосказать. Во время выполнения заданий перед экзаменатором лежит оценочный лист, в котором он сразу же делает пометки. Также во время собеседования ведется аудиозапись. Помимо экзаменатора-собеседника в аудитории присутствует экзаменатор-эксперт, который также оценивает выступление учащегося, но не участвует в диалоге. Оценка эксперта может проводиться и по аудиозаписи уже после окончания экзамена. В каждой школе обеспечено присутствие общественных наблюдателей, которые имеют право наблюдать за процессом проведения испытания. Сегодня это для детей испытание, конечно, первое такое серьезное. Они немножко волнуются родители, но настроены все позитивно, оптимистично, потому что они готовы сегодня. Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Участник итогового собеседования получает зачет в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. Зачет дает право выпускнику участвовать в государственной итоговой аттестации по окончании учебного года. Если же по каким-то причинам девятиклассник набрал менее 10 баллов, через месяц у него есть возможность пересдать итоговое собеседование. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Родилась я в Ивановской области, училась в ИГМИ, Ивановский государственный мединститут. Закончила его в 1972 году. Так, сначала приехала по распределению в Вологодскую область, а потом вышла замуж сразу же и уже приехала сюда, в Коми. В Коми я с 1975 года, даже помню число, 19 марта. Здесь родились мои дети, их у меня 2. Уже близилась весна, весна не наступала, мне было страшно. Я говорю, Господи, со мной работала медсестра, она уже была такая пожилая. Я ее постоянно спрашивала, Галина Андреевна, а листья-то распустятся? Она распустится, вообще такое смешно даже было. Ну, а потом уже все-таки привыкла и к зиме, и к холодам, ко всему. Родилась я в сельской местности, но почему-то меня всегда привлекали белые халаты. И когда моя двоюродная сестра поступила в медучилище, я ее увидела в этом белом халате, мне он так понравился, что я как-то другого уже мнения не было, что я не буду в медицине. Начинала я с ординатуры, проходила в Череповце. Значит, у меня был очень хороший учитель, я до сих пор его помню, Максимов, Капитон Александрович. Значит, он меня всему... Была кардиология. И всегда, когда я сюда уже приехала, все удивлялись, почему я так хорошо знаю кардиологию. Но
Собственно говоря, вот он-то меня всему азама научил. Кардиологии. Я с тех пор электрокардиограмму могу читать, и все-таки более-менее разбиралась в кардиологии. Ну а дальше, после субординатуры, я уже работала по основному месту назначения. Это Шексна, Вологодская область. С Вологодской области я уже приехала вот сюда, в 1975 году. Приехала я сначала... Поставили меня цеховым терапевтом. Был НГДУ «Тэбукнефть». Вот, значит, сколько лет проработала? Года 3-4. Потом работала в стационаре длительное время. Сначала ординатором, потом зав. Отделением. Потом, значит, уже перешла сюда, в поликлинику. Длительное время работала участковым терапевтом. И последние, наверное, 15 лет, не последние 15 лет, года 2, я уже 3 работаю снова за этот самый участковым терапевтом. Работал за поликлиникой. Свободного времени как раз и нет, особенно сейчас, поскольку, наверное, возраст сказывается. Все-таки далеко не молодая. И больше, конечно, отдыхать приходится после работы. А так, в основном, по дому помогают дети, внуки. А так, немножко вязала, так, всякая ерунда. Готовка, вязала. Шить я не шила, потому что не умею, не приучена. А так, не знаю, все что-то по дому. Люблю, в летнее время очень люблю дачу. Конечно, занимаюсь много там, но лес очень люблю. Тайга – это вообще. Десногорский район я люблю, в частности, Нижний Одесс. Очень компактный, довольно-таки уютный поселок. И, не знаю, в нем хорошо, комфортно жить.